Далее прошу выступить президента Кыргызской Республики Садыр Нурожоевича Жапарова, пожалуйста. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемый господин федеральный канцлер, уважаемый главы государств, сердечно рад приветствовать участников второго саммита лидеров стран Центральной Азии и федерального канцлера Германии. Выражаю искреннюю признательность президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за традиционное гостеприимство и создание прекрасных условий для сегодняшнего мероприятия. Проведение второго саммита в данном формате свидетельствует о взаимной заинтересованности Германии и стран Центральной Азии в углублении сотрудничества, которое в 2023 году вышло на стратегический уровень. Роль региона Центральной Азии все больше возрастает в мировой политике. Действительно, на протяжении веков наши народы всегда играли важную роль вдоль шелкового пути этой важной трансконтинентальной коммуникационной артерии. В моем понимании, региональная и межрегиональная интеграция являются одним из ключевых компонентов нашего общего будущего. Мы выступаем за последовательное и всестороннее укрепление сотрудничества стран Центральной Азии. Объединение нашей политической воли и имеющихся ресурсов в русло, прежде всего, экономической интеграции, безусловно, будет способствовать улучшению уровня жизни и повышению благосостояния народов наших стран. Германия играет значительную роль на международной арене. Убежден, что и для наших германских коллег взаимодействие с нашим регионом как единым экономическим пространством позволит активизировать инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество. В этой связи рассчитываю, что наш формат взаимодействия будет нацелен на достижение конкретных результатов. Уважаемые участники саммита, наш регион располагает всем необходимым для развития, богатейшими природными ресурсами, включая гидроресурсы, все виды металлов, в том числе редкоземельные, огромным потенциалом зеленой энергетики всех видов, динамичными, трудолюбивыми и высокообразованными людскими ресурсами. Вместе с тем, в условиях глобализации вопрос изменения климата требует особого нашего совместного внимания, которые представляют собой серьезную угрозу для Центральной Азии, где средняя температура растет быстрее, чем в любом другом регионе Земли. При этом наиболее уязвимыми к изменению климата оказались горные экосистемы региона, в том числе Кыргызской Республики. К примеру, за последние 70 лет площадь ледников Кыргызстана сократилась на 16%, а к концу столетия мы можем потерять более 80% ледников. Это может привести к дефициту воды во всем центральноазиатском регионе, потребность в которой и без того растет в условиях постоянного роста населения и развития экономики в нашем регионе. Как известно, Германия также уделяет большое внимание вопросам изменения климата, а также эффективного и бережного использования водных ресурсов. В этой связи предлагаем совместно с Германией создать в городе Бишкек региональный центр по внедрению энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Совместная реализация данной инициативы наряду с развитием научно-исследовательского потенциала региона и с учреждением Центра по созданию таких технологий позволит нам повысить эффективность использования водных, энергетических и иных ресурсов, снизить негативное воздействие на окружающую среду и обеспечить устойчивое развитие всего региона. Все большее значение приобретают вопросы совместного сотрудничества по повышению климатической устойчивости региона и переходу на низкоуглеродное развитие с реализацией конкретных инфраструктурных зеленых проектов. В данном контексте мы отмечаем важность и своевременность инициативы правительства Германии «Зеленая Центральная Азия», в том числе реализации региональной стратегии по адаптации к изменению климата. Передача в рамках инициативы передовых знаний и технологий, несомненно,
будет способствовать эффективной борьбе с изменением климата и зеленому развитию всех наших стран. В то же время, учитывая нехватку климатического финансирования для достижения целей Парижского соглашения, отсутствие возможности широкого государственного финансирования всех климатических и экологических мер, предлагаем также рассмотреть возможность обмена государственного долга на зеленые проекты в качестве нового механизма финансирования климатических и экологических проектов. Продолжая тему водно-энергетических ресурсов, хотел бы отдельно выделить строительство Камбаратинский ГЭС-1, которое станет одной из самых больших региональных проектов. В настоящее время нами ведется активная работа по привлечению инвесторов и технологий для строительства как этого, так и других гидроэнергетических объектов в стране. Безусловно, любой предприниматель перед тем, как начать инвестировать в ту или иную страну, изучает экономические аспекты, законодательство, вопросы безопасности и гарантий своих инвестиций. 22 июля 2024 года в Кыргызской Республике был принят закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере защиты прав инвесторов и предпринимателей. Настоящий закон устанавливает порядок применения мер пресечения в отношении субъектов предпринимательства, осуществляющих экономическую деятельность. Также предусматриваются карательные меры в отношении должностных лиц за неправомерный отказ в государственной регистрации, за неправомерный отказ в выдаче специального разрешения на осуществление определенной деятельности, неправомерное ограничение прав и законных интересов субъектов предпринимательства, неправомерное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица. Самое тяжелое наказание предусматривается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с конфискацией имущества и высокими штрафными санкциями, выражающимися в денежном эквиваленте. Уважаемые коллеги, для расширения торгово-логистических связей между Европой и Азией мы начали стратегически важный и масштабный проект по строительству железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Его успешная реализация расширит географию перевозок из Азии в Европу, а также в регион Ближнего Востока, страны Персидского залива и Северной Африки. Рассчитываем на более активное участие германского бизнеса в создании логистических центров вдоль нового железнодорожного маршрута. Уважаемые коллеги, Центральная Азия, как и многие страны мира, сталкивается с такими вызовами безопасности, как терроризм, экстремизм, транснациональная организованная преступность, незаконный оборот наркотиков и проблемы безопасности границ. Для нашего региона также остается важным вопрос стабильности и безопасности в Афганистане. В этом отношении считаем важным продолжить активную реализацию программ по линии Европейского Союза, участником которого является Германия. Объединив наши ресурсы, мы можем укрепить механизмы противодействия и еще эффективнее обеспечивать безопасность и стабильность наших стран. Уважаемые участники саммита, касаясь сотрудничества Кыргызстана с Германией, хочу с удовлетворением отметить активизацию политического диалога с 2023 года. Мы заинтересованы в активном взаимодействии с Германией, в том числе в рамках стратегии Европейского Союза по Центральной Азии, ставшей действенным механизмом взаимодействия. Мы также намерены поддерживать диалог с Европейским Союзом, свидетельством чему является подписание в текущем году в Брюсселе соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Евросоюзом. Буквально в следующем месяце в городе Мюнхене запланировано проведение 3-го заседания Кыргызско-Германского делового совета, который является профильной площадкой для диалога между бизнес-структурами. Сегодня в рамках нашего саммита также предусмотрена отдельная встреча лидеров с германскими предпринимателями, организуемая по линии Восточного комитета германской экономики. Убежден, что данная встреча позволит нам обсудить возможности в экономической кооперации и выйти на конкретные договоренности по реализации
взаимовыгодных бизнес-проектов. Затрагивая немаловажную часть сотрудничества по линии культурно-гуманитарных связей, хотел бы выделить успешную реализацию сотрудничества по линии института имени Гёте и инициативы школы «Партнеры будущего в Кыргызстане». Необходимо отметить важность поддержки деятельности этих институтов в Кыргызстане, в особенности по вопросам обучения немецкому языку в стране. Дорогие друзья, на мой взгляд, нам необходимо более эффективно использовать наш формат сотрудничества. В целях институционализации нашего сотрудничества предлагаю проводить профильные встречи на министерских уровнях во всех сферах взаимного интереса. Учитывая, что Германия на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в мировой экономике, уверен, что это позволит более предметно обсуждать конкретные предложения, реализация которых будет иметь определенные результаты. В завершение хочу подтвердить приверженность Кыргызстана к дальнейшему укреплению сотрудничества и углублению наших отношений. Выражаю надежду на то, что итоги нашего саммита будут способствовать эффективному сотрудничеству в приоритетных областях, представляющих взаимный интерес между Германией и странами Центральной Азии. Благодарю за внимание. Благодарю вас, уважаемый Садыр Нурғожаевич, за интересное и конкретное выступление.